В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы в этом выпуске. Школьники Якутии переходят на очное обучение с 8 ноября. Стоимость проезда между Якутском и Нижним Бестяхом на судах на воздушной подушке повысилась в 2 раза. Якутянка, живущая в Африке, создает керамические чороны. Несколько ее работ представили на выставке в Якутском музее имени Ярославского. В Якутии с 8 ноября режим нерабочих дней отменен. Соответствующий указ накануне подписал глава региона Айсен Николаев. В ходе прямого эфира в соцсетях он отметил, что объявление выходных дней, введение дополнительных ограничительных мер, допуск в учреждения культуры и общепита по QR-кодам дали положительный результат. За последние дни снизились темпы заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Сейчас важно закрепить достигнутый положительный эффект, поэтому с 8 ноября вводится система допуска по QR-кодам в общественные места. Открываются все предприятия, в том числе объекты торговли, спортивные залы, организации сферы услуг. Школьники Якутии переходят на очное обучение. Также с 8 ноября распоряжение касается всех классов с 1 по 12. Такое решение было принято приказом Министерства образования и науки Республики. Муниципальное образование, где наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация, самостоятельно принимает решения о формате обучения в школах. Что касается столицы республики, все учащиеся города с 1 по 12 класс с понедельника переходят также на очное обучение. Такое решение было принято сегодня на санитарно-противоэпидемиологической комиссии мэрии Якутска. Кружки, секции, дополнительные занятия, школьные и внешкольные мероприятия вне зависимости от форм собственности по-прежнему запрещены. Разрешены только индивидуальные занятия, например, репетиторство. Также с 8 ноября возобновляется действие транспортных карт на общественном транспорте для всех учащихся. Тем временем 290 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в республике за минувшие сутки. В Якутске 145 случаев, в Алданском и Мирнинском районах по 15, в Хангаласском 13 заболевших, в Намском 12, в Сунтарском районе 9, в Тампонском 8 инфицированных, в Мегино-Кангаласском районе 7, в остальных районах Якутии от 6 до 1 случая заболевания. В столичном кардиодиспансере готовятся запустить новый аппарат МРТ. Оборудование производства компании Philips прибыло в Якутск летом. Ожидается, что его переведут в рабочее состояние по завершению строительных и монтажных работ в здании. Подробнее в материале Власия Сергеева. Помещение МРТ практически готово к эксплуатации. Проведена вся необходимая инженерия, проделаны изоляционные и отделочные работы. Ожидается, что уже в январе грядущего года томограф примет первых пациентов. Одним из главных преимуществ нового аппарата является возможность проецирования исследуемых органов в трехмерном формате. Появление нового аппарата МРТ позволит получать такие изображения, которые будут необходимы для проведения очень таких высококлассных, высокотехнологических медицинских операций на сердце и на сосудах. Допустим, при выполнении вот этих операций сейчас хирурги требуют изображения, допустим, клапанов сердца, сосудов сердца, именно которые они должны вживую, как будто вживую должны показывать состояние пораженного органа. Новый томограф классом выше, нежели те, которые в данный момент используются в якутских медицинских учреждениях. Широкий программный пакет оборудования позволяет проводить более подробные и качественные исследования сердца и мозга. Мы можем увидеть такие изменения, как накопление железа в сердце, сложные изменения дифференциальные изменения при миокардитах, сложные неврологические изменения, бесконтрастное перфузионное исследование головного мозга. В общем, это те технологии, которые вот уже сейчас обсуждаются в международных конференциях и на самом деле уже внедряются у нас вот благодаря этому аппарату. Это вот совершенно новый уровень. Перед вводом в эксплуатацию томографа необходимо обучить местных специалистов особенностям работы с новым оборудованием. Именно с этой целью ожидается прибытие экспертов Philips в Якутск. Они обучат именно уже в течение 2 недель, именно как использовать этот аппарат, именно в таких целях, которые работает кардиоцентр. Ну, наши специалисты, в принципе, уже готовы работать. И эти врачи будут
здесь сконцентрированы из двух крупных республиканских наших больниц. Это Национальный центр медицины и Центр экстренной медицинской помощи. Ввод в эксплуатацию нового МРТ-аппарата состоится ближе к сдаче всего кардиодиспансера. В данный момент работы на объекте завершены на 85%. Власий Сергеев, Григорий Охлопков, Якутск. Торгово-логистические центры появятся во всех арктических районах Якутии до 2024 года. Об этом сообщил глава региона Айсан Николаев в ходе прямого эфира в соцсетях. Строительство таких центров в Абыйском и Устьянском районах в этом году позволило снизить цены на базовые продукты питания на 20-25% по сравнению с 2019 годом. Так, каждый центр будет обслуживать ряд населенных пунктов в соседних районах. Главная задача, чтобы жители могли получать качественные продукты по приемлемым ценам. В этом году в планах наладить поставки в Алайховский и Момский районы. В следующем году планируется открытие в Батагае, Верхоянского района и в Среднеколымске для обеспечения колымской группы улусов. С сегодняшнего дня стоимость проезда между Якутском и Нижним Бестяхом на судах на воздушной подушке вырастет до 3000 рублей. Это связано с тем, что для перевозки пассажиров будут привлекать аэроботы «Тайфун». Они будут работать до установления ледяного покрова, после чего цена проезда будет снижена до 1500 рублей. Ориентировочно это произойдет через 10 дней. По словам судоводителей, из-за западного ветра большое количество шуги отнесло к причалу Нижнего Бестяха. И из-за этого суда на воздушных подушках серьезно повреждаются. Программа субсидированных авиабилетов продолжится в следующем году в Якутии. Об этом сообщил глава республики Айсан Николаев. Он подчеркнул, что в этом году сложилась непростая ситуация. Минтранс страны, к сожалению, при принятии решения о вводе режима льготных билетов для всех категорий населения Дальнего Востока Читу и Якутск не включила. Позже в работе с министерством этот вопрос решился. Конечно, помогло то, что на Восточном экономическом форуме президент страны дал прямое поручение пересмотреть решение. Также Айсан Николаев добавил, что власти республики работают над тем, чтобы льготные билеты появились и на направлениях внутри региона. Международная акция «Географический диктант» состоится в России 14 ноября. На данный момент до 10 ноября проходит регистрация площадок. В этом году задания можно будет выполнить очно или дистанционно. Кроме того, все желающие смогут принять онлайн-участие на сайте акции. На портале «Диктант» стартует 14 ноября в 14:00 по московскому времени и продлится до 24 ноября. Свой результат можно будет узнать сразу же после прохождения тестирования. Число зарегистрированных площадок уже превысило 6000. Традиционно пункты проведения географического диктанта организуют в школах, вузах, библиотеках, музеях, заповедниках и многих других местах. В Якутском музее имени Емельяна Ярославского начала свою работу выставка, посвященная 130-летию первой экспозиции музея, где выставлены собрания различных предметов из фондов самого музея. За это время в его фонды передали различные предметы от коллекции минералов и предметов ботаники до большой коллекции фарфоровой посуды. Среди них есть и совершенно новые экспонаты, причем из далекой Южноафриканской республики. Это чароны якутянки Натальи Нкоси. Подробнее о них в сюжете Ульяны Шагиной. Наталья Нкоси, якутянка, которая во время локдауна, уехав на родину мужа в Южноафриканскую республику, не отчаялась и, чтобы не скучать дома, открыла семейный бизнес – керамическую мастерскую. Во время карантина мы не знали, что делать. Многие лишились работы. Вот мы сидели дома и как-то пришли к тому, что мы, в принципе, наша семья очень творческая. И мы начали встречать очень интересных людей, которые были в этом бизнесе. И мы решили попробовать себя в этом. И у нас неплохо даже очень получилось. И из-за этого мы решили основать свою собственную компанию, которая называется Nkosi Ceramics. Компания в городе Йоханнесбург. Якутянка руководит совместно со свекровью и невесткой. Такие женские компании, по словам Натальи, очень ценятся в Южноафриканской республике. Основное направление семьи Нкоси – производство ваз ручной работы в африканском стиле. Вместе с тем создает семья Нкоси и якутские чароны. Африканская керамика, она очень интересна тем, что используется лепка.
лепка животных, лепка растений, цветков. И для меня это было очень интересно, потому что я никогда раньше не видела такого, да, на вазах. Выглядело очень красиво, что я решила просто попробовать слепить на маленьких чоронах таких животных, мамонтов наших северных, цветки сарданы, медведи. 3 из них сегодня представлены на выставке в музее имени Ярославского. По просьбе работников музея Наталья отправила их из далекой Южноафриканской республики. Чороны с добавлением объемных фигур северных животных получились не только уникальными, но и открыли собой новую форму синтеза 2 совершенно разных культур – Якутии и Африки. Я сразу влюбилась в эти керамические чароны, потому что они совершенно необыкновенны. Но я сама люблю, когда изображают животных на каких-то предметах. Но тут вообще прям фантазия разыгралась, видимо, у автора. И они мне очень понравились. Традиционные якутские чароны в новой форме. Поэтому я и называю их синтезом 2 культур. Это 2 культуры. Это жаркая Африка, прародина человечества, и холодный север. Его совершенная форма чарона. Абсолютно. И цвета всей радуги, всех оттенков. Африканская керамика – это ремесло, возвышенное до искусства. Осколки глиняной посуды, обнаруженные археологами Африки, датируются 7000 лет до нашей эры. Так что для африканцев это не новое направление, вместе с тем очень популярное. Это моя страсть, мое хобби – керамика. Через нее мы сохраняем свою культуру, наше наследие, культуру народов Зулу, Свази и других племен Южной Африки. Это камба на африканс, на языке Южной Африки. Это национальная посуда южноафриканцев. Дизайн выполнен в виде хижины, очень популярная здесь. Ее ставят на огонь и готовят в ней разные блюда – пельмени, кукурузу и многие другие. Сегодня бизнес нашей землячки набирает обороты. Клиентами керамической мастерской семьи Нкоси являются первая леди страны, послы зарубежных стран из Швейцарии, Финляндии, Турции и самой Южноафриканской республики. А недавно они подписали контракт с крупной американской сетью магазинов Home Goods, куда теперь поставляются вазы в африканском стиле от семьи Нкоси. Есть в планах и завоевать рынок Якутии в ближайшем будущем. Ульяна Шагина, Семен Афанасьев, Якутск. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.